Как оказалось, сегодня в Крыму достаточно много мошенничества в сфере благотворительности. Сделав пожертвование, практически никто дальше не проверяет, как эти деньги используются благотворительным фондом или отдельным волонтером. Многие просто не знают, как это можно сделать. Большинству людей достаточно сознания того, что их средства направлены на благое дело. А между тем, с достаточно большой долей вероятности деньги жертвователя могут осесть в карманах мошенников. Когда нам стали поступать различные истории от нуждающихся самих, от других людей, которые как-либо были связаны с волонтерами, либо которым также наряду с этими волонтерами другие организаторы вот этих псевдосборов начали предлагать заниматься этим волонтерством, то есть даже появилась такая схема, где один человек предлагал это, можно сказать, как бизнес-план другим лицам заниматься вот именно волонтерством на личную карту, где какую-то часть средств они оставляют себе. Как работает схема, когда на вид вполне добропорядочный волонтер отчитывается в соцсетях о полученной сумме сбора и даже выкладывает видео, как он передает деньги нуждающимся? Но, к сожалению, вопросы должны были быть именно к тому, что на личную карту средства помимо сверхсбора поступали намного выше. Немногие знают, но после закрытия сбора, даже если он официально везде закрылся, еще идут хвосты. То есть где-то листовки еще остаются и какая-то сумма идет дальше. У нас есть основания подозревать таких лиц, ввиду вот как раз того, что очень много таких случаев раскрылось, что люди, собирая на свою карту личную, утаивали те суммы, которые на самом деле поступали. И речь идет о расхождении не в 50 и не 100 тысяч, а намного больше. Это наказание вплоть до лишения свободы. Это мошенничество в особо крупном размере. Из 10 проверенных волонтеров не прошли проверку 8. Это очень большой процент. Пользуясь трудной жизненной ситуацией нуждающихся, волонтеров собирают солидную сумму на личную карту. Остановить таких мошенников можно, проверяя их недобросовестные сборы и требуя введения обязательной отчетности перед общественностью. Люди обычно не проверяют, да, кому там, куда. Они просто видят, что вот нуждается, деньги куда перечислить, и перечисляют. К сожалению, так делать нельзя. Во-первых, нужно проверить актуальность сбора. Во-вторых, нужно проверить организаторов сбора. И вот опять же упирается все в то, чтобы проверять именно волонтеров и видеть, чтобы мы видели, что на их странице есть именно отчеты в виде выписки по банковской карте на странице. Если этого нет, каждый из вас имеет право написать такому волонтеру и потребовать именно отчет в виде выписки с банковской карты. Но раз уж они хотят заниматься этим делом и не примыкают к определенному фонду, где любая копейка на счету, где любая копейка – это определенный расход и отчет равно, и документальные отчеты, и документальные полностью прозрачные отчеты, то пусть тогда он ведет свою деятельность правильно, кристально чисто и прозрачно. Если он этого делать не хочет, тогда пусть этим вообще не занимается. Если ты не готов работать прозрачно, чисто, если ты не готов соответствовать понятию волонтер, а волонтер – это человек, который безвозмездно оказывает какую-либо помощь. Но, к сожалению, бывают и случаи, когда нас пытаются обмануть и сами нуждающиеся или родители больного ребенка. Сам нуждающийся открывает сбор там, по 3, по 10 раз в месяц на разные цели, где не совсем понятно на что. А если и понятно на что, то если разобраться, оказывается, что, например, та реабилитация уже была пройдена, на которую собирали. Или те лекарства, на которые собирают, уже давно куплены. Все это начинает всплывать именно когда уже кто-либо захочет проверить. А когда никто не проверяет, выглядит так, что да, действительно человек нуждается, там сложная жизненная ситуация, и там средства нужны всегда, и поэтому мы всегда будем помогать. Сами такие нуждающиеся злоупотребляют своим положением, и как бы это жутко не звучало, наживаются на беде, на собственной беде, на болезни своих детей и либо на своей болезни. Надежнее всего будет именно самому лично проверить эту семью, которой вы хотите помочь. Если не лично, то может через своих знакомых, родственников, близких и друзей, чтобы точно знать, что те средства, которые вы выделили, те средства, которые вы передадите, попадут именно им в руки и именно на те цели, в которых они нуждаются.
Мы жертвуем деньги, желая помочь ближнему, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации или пытаясь спасти больного ребенка. Однако одного случая мошенничества достаточно, чтобы доверие к благотворительным фондам, движениям и волонтерам упало. Чтобы не разочароваться в благотворительности, нужно без стеснения проверять, куда пошли ваши средства, требуя отчета в виде банковской выписки с личной карты волонтера. Если для этого не хватает времени или опыта, доверяйте только тем, чья репутация не вызывает сомнений и подтверждена многими годами честной и прозрачной работы. После того, как вот эта тема открылась, очень многие теперь вообще не знают, кому можно доверять. Я сама, после того, как увидела вот эти факты обмана, не знаю, кому доверять на 100%, но я, например, лично уверена в фонде, которому я всегда буду перечислять деньги. Это, например, фонд официальный Ачех Юрий Клер. Во-первых, это официально зарегистрированный фонд. Во-вторых, у них сбор ведется на счет фонда. Далее, так как это официальный фонд, любая сумма, которая поступает на счет фонда, она отображается в отчетах, причем эти деньги не обналичиваются, их нельзя просто взять вот так и снять с этого счета. Их можно снимать вот на конкретные цели. В этом фонде, например, волонтеры не получают зарплату. У них есть, конечно же, отчеты по всем сборам. И любой человек, как я уже сказала, имеет право от имени общественности задать вопрос и поинтересоваться любым из сборов. И они всегда получат ответ.